Говорят, 95% предпринимателей ненавидят бухгалтерию, а оставшиеся 5% либо предоставляют бухгалтерские услуги, либо врут. Но как бы мы ни страшились бумаг, счет фактур, отчетности, важно признать, это неотъемлемая часть бизнеса и очень важная с точки зрения контроля и прозрачности. Именно поэтому сегодня мы встретились с основателем бухгалтерского онлайн-сервиса для предпринимателей Асетом Нурпиисовым. Бухта – это онлайн-сервис, который позволяет малым предпринимателям, таким как ИП, небольшие ТО, вести свой учет, сдавать налоговую отчетность, подготавливать различные виды документов, получать квалифицированную бухгалтерскую помощь и не иметь проблем с налогами, и в целом упрощает для них жизнь. У предпринимателей часто возникают проблемы с тем, что они теряют документацию, не помнят, была ли она, делали ли они ее, получали ли они какие-то документы. В этом случае мы рекомендуем поступать очень просто. Действовать по принципу картонной коробки, в которую вы складываете все документы, которые вам приходят и которые вы отдаете, копировать их и так далее. Когда наступает отчетный период, вы просто достаете все документы из картонной коробки, раскладываете их по папочкам и анализируете, что происходило у вас в этом периоде. Все очень просто. Самое главное, для чего делается бизнес, это деньги. Копейка, как говорится, рубль бережет. Мы рекомендуем на полную использовать возможности, которые нам предоставляют банки, которых вы обслуживаете. На самом деле 3% по упрощенке, которые платят большинство наших клиентов, очень легко компенсируются кэшбэками, которые они могут получить от банка, используя карту ИП для того, чтобы расплачиваться по своим затратам. То есть если они покупают канцелярские товары, аренду офиса и так далее через карточку, чаще всего им возвращается кэшбэк, который составляет от 3 до 5%. Поэтому те затраты, которые у них возникают по налогообложению в размере 3%, можно легко компенсировать кэшбэком, который они получат за использование банковского продукта. Что не измеряется, то не улучшается. Очень часто предприниматели не знают, что происходит у них на предприятии. Поэтому хочется дать им простой совет. Измеряйте все показатели предприятия, и те, которые вы знаете, и те, которые вам хотелось бы знать. Найдите способ их измерять, потому что если вы не измеряете количество прибыли, количество товарооборота, сумму средств, которые вы тратите, то вы не сможете этот показатель улучшать. Незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому всегда соблюдайте те нормы, которые предписаны законодательством. Особенно в части сдачи отчетности, потому что это влечет за собой штрафы. Если вы сами не можете сдать ее, поручите это кому-то другому. На самом деле отчетность можно сдать и заранее. Открою секрет, если вы знаете, что у вас не будет в городе или у вас возникнут какие-то обстоятельства, по которым вы не можете сдать, и уверены, что отчетность не изменится, вы можете сделать это заранее. Поэтому пользуйтесь теми возможностями, которые вам предоставляются для того, чтобы не нарушать закон. Ну и, конечно же, очень тщательно проверяйте документы, которые вы подготавливаете или которые вы получаете, потому что изменить их в дальнейшем будет довольно затруднительно, если вообще возможно. Поэтому уделите секунд 15-20 на то, чтобы проверить все реквизиты на договорах, счетах-фактурах, актах выполненных работ и других документах, которые к вам приходят, для того, чтобы в дальнейшем у вас не возникло проблем с исправлением, с контрагентом, который может закрыться, исчезнуть или уйти в отпуск. Поэтому делайте все сразу. Ну что же, желаем вам всегда сдавать отчетность в срок, чтобы ваш пассив сходился с активом и никогда не было кассовых разрывов.